Мы волонтеры собственной культуры. В какой-то степени мы ничего нового не внесем. Смыслы у нас рождаются в кризисные моменты. Создавать крымско-татарский продукт — это значит создавать, прежде всего, конкурентоспособный продукт. Мы как бы пытаемся и ухватиться за былое, и успеть на новый поезд, и не потерять себя в этом всем. Может, из-за того, что у нас цикличная история народа. Ровно до тех пор, пока у нас будут свои фильмы, ровно до тех пор, пока у нас будет своя литература, мы будем считаться нацией. Но как только мы перестанем создавать свой крымско-татарский продукт, мы становимся просто народом. Селям алейкум. Это проект «Меркез». Все наши крымско-татарские приобретения 20-21 века, победы на гуманитарном поприще, в искусстве, в науке, в литературе, в творчестве – это результат наших крымско-татарских усилий. Мы волонтеры собственной культуры. Именно поэтому сегодня мы говорим про крымско-татарский самиздат. Мы сами создаем наше культурное пространство, мы сами создаем наш культурный продукт. Ну и говорить мы сегодня будем с представителями разных сфер, настолько разными, что иногда даже удивляешься, как может сочетаться несочетаемое, но тем не менее, тем и богат крымско-татарский опыт. Мне кажется, что сегодняшний день – это день, когда выигрывают конкурентоспособные идеи, выигрывают и поглощают, скажем так, все культурное пространство, именно те смыслы, которые способны увлекать за собой. Насколько, скажем так, крымско-татарский продукт в эти тренды вписывается? Насколько крымско-татарский продукт вирусен? Саул, за вопрос очень интересный. Мне кажется, что вся наша наработанная крымско-татарскость, наша рожденная и наработанная крымско-татарскость, она в первую очередь должна, скажем так, радовать и увлекать нас самих для того, чтобы мы смогли дальше распространять ее в массы другие. И надо сначала в некотором роде ответить на вопрос, насколько мы сами увлекаемся нашими же идеями. То есть наша культура, не только наша культура, в целом культуру можно разделить на высокую элитарную, на народную больше, которая близка к массам, и, собственно, массовую культуру. И мне кажется, что фольклорная народная культура и высокая, она в некотором роде сейчас у нас как будто бы соединяется, миксуется. Что-то с одной стороны мы делаем из этого что-то новое, вспоминаем старое, приносим новое, то, что сейчас диктует. Ремикс на память. Ремикс, да, в некотором смысле. Пытаемся улавливать какие-то моменты, тренды нынешнего времени, потому что из классиков наших известно «Біз заманнан намасақ, заманда біздан намаз». Поэтому мы, мне кажется, пытаемся как народ соответствовать и при этом не забывать о том, что есть мы. Многозадачность крымско-татарская, да? Да, в некотором духе. Мы пытаемся и ухватиться за былое, и успеть на новый поезд, и не потерять себя в этом всем. А если мы говорим о крымско-татарском культурном пространстве или вообще культурное пространство, какими бы маркерами вы бы его обозначили? Любая культура строится на определенных архетипах. И во всех народах, во все времена они в основном формируются одни. То есть это устоявшаяся модель отношений людей, взаимоотношений. Допустим, это я навскидочку, любовь к родине, взаимоотношения государства, человек, тема любви, и так можно продолжать долго. Данные архетипы в нашей культуре, они также, то есть в какой-то степени это какой-то концепт, от которого исходит все это творчество. То есть в какой-то степени мы ничего нового не внесем, но у нас есть возможность как-то себя проявить. Здесь уже вопрос, знаете, хорошего вкуса и таланта. Вы знаете, я когда говорила о маркерах культурного пространства, мне вот что в голову пришло. Я всегда, политологи, я всегда буду говорить, что мы люди циничные, поэтому мы всегда опускаемся на землю и меряем все какими-то материальными вещами, в том числе материальными вещами. Поэтому наше культурное пространство я бы очертила
теми памятниками жертвам депортации крымско-татарского народа. То есть вот историческое наше культурное пространство, да, историческую вот эту вот боль мы свою выразили. Мы обозначили в каждом регионе этими памятниками наше культурное пространство. Но мне кажется, что нам не хватает иных каких-то материальных таких вот артефактов, которые бы фиксировали наше присутствие здесь, в Крыму, фиксировали бы и расширяли границы этого культурного пространства. Вам так не кажется? Давайте больше памятников Каспринскому, больше памятников Чубанзаде. К сожалению, у нас устоялась такая традиция, то, что мы, крымские татары, себя позиционируем только после Крымского ханства. Я считаю, это большая ошибка. Потому что Крымское ханство нас консолидировало, сделало нас единым народом. Но, институционализировало. Да. То есть был период до Крымского ханства, это были мы генуэзцами, мы были греками, мы были готами и так далее. Все эти племена. А эти племена, это говорит о том, что это мы здесь находимся, здесь есть древние памятники, действительно древние. Вот. А я же говорю, вот эта традиция разрушает, знаете, нашу самобытность. Я бы сказала даже, я бы укоротила этот путь. Я бы сказала, что мы себя идентифицируем больше с периодом после 44-го. Да. Это То есть даже Крымское ханство не настолько имплементировано в нашу, скажем так, культурную среду, вот насколько все то, что случилось с нами после 44-го. Вот в продолжение вашей мысли о том, что, ну, скажем так, наша культура не очень субъектна для нас самих, то есть она не имеет такого статуса. Приведу такой пример. Я очень давно наблюдаю за таким казахским проектом Ирина Кайратовна. И вот в одном из них интервью я услышала мысль, и она мне очень-очень так вот сыграла, знаете, так импонирует. Они сказали следующее. Наше становится популярным только тогда, когда оно становится популярным еще где-то. Вот у меня возникает такая параллель, что с нашим культурным продуктом происходит именно то же самое. Как только мы выходим за пределы крымско-татарского, мы сразу смотрим по-новому на какие-то джазовые вещи, джамалы, на какие-то эксперименты еще каких-то наших известных творческих людей, режиссеров и так далее. То есть вот эта внутренняя субъектность, она у нас как-то атрофирована. Мы не верим в собственные силы, не верим в силу каких-то наших культурных приобретений и обращаем на это внимание только тогда, когда этот продукт, готовый продукт, выходит за пределы крымско-татарского пространства. Как бы вы прокомментировали такой? Здесь просто очень огромную роль играет синтез, понимаете? Когда мы представляем свою культуру, она не всем известна и не очень, так сказать, привлекательна этим. Потому что ее вообще в принципе не знают. А если мы берем какой-то еще элемент, который уже узнаваемый, здесь уже новый взгляд идет, понимаете? Вот этот новый элемент, он дает толчок. Это вот, допустим, как какую-то конференцию вести на какую-то нашу важную тему. Если мы просто тему поставим, там, грубо говоря, коренные народы, нет, просто коренной народ, крымские татары, коренной народ, это будет конференция не очень как бы актуальна, и не все пойдут на эту конференцию. А если мы используем еще более как бы широкие смыслы, там, народы Крыма, да, мы будем там уже использовать несколько разных, то привлечение внимания к этой конференции будет больше. То есть надо как-то расширяться, как вы сказали, значит, в образах, значит, значениях каких-то тем, которых хотим выразить. И не субъектно это не смотреть, слишком в народ не уходить. Надо с чем-то коллаборации делать какие-то и двигаться вперед. Ну, творческие коллаборации, они всегда спасают. Да. Динара Ханум, вы у нас не только поэтесса, но еще и экономист, поэтому вопрос с цифрами я адресую вам. Социологи утверждают, что 5-7% городского населения – это вот то количество людей, которые интересуются культурными новинками, которое погружается, которому интересно. В нашем крымско-татарском случае, по вашим ощущениям, насколько эти цифры корректны, насколько эти цифры совпадают, или, может быть, больше, может быть, меньше? Слава за вопрос. Немножко другими цифрами занимаюсь, но неважно. Мне кажется, что крымские татары, они не живут где-то на необитаемом острове, и мы точно так же подвержены всему тому, что происходит вообще, в принципе, в мире. Ну, тут, правда, еще есть свои нюансы, да, учитывая реальность происходящего. И, как мне кажется,
Ну, есть же основополагающие потребности человека. Вот когда они будут удовлетворены, вот сытый будет больше читать, допустим. Ну, это я утрирую, да. И скорость жизни тоже, скорость вообще ритма жизни, качество жизни, уровень государства, отдельно взятого народа или отдельно взятой семьи, он влияет на все эти показатели. И, как мне кажется, в нынешних реалиях этот показатель конкретно к нашему народу, если применять, то он еще меньше. Все-таки меньше? Да. Как мне кажется, это еще меньше. Меньшее количество. Количество крымских татар, которые отслеживают новинки на нашем культурном фронте, на литературном фронте, условно говоря, да, мне в разы кажется, меньше. Оно постоянно, во-первых, это самое количество. Не меняется. Да. Во-вторых, я же говорю, когда у тебя стоит задача прокормить ребенка или где взять деньги на его лечение, ну, или обучение, или просто жить, то тебе как бы не до культурных новинок, тебе как бы просто некогда, и нет ни времени или ни сил уже обращать внимание на то, что там у кого вышла, какая книга, какой спектакль и так далее. Угу. Мне кажется, что тут еще зависит... Это важный фактор, конечно, но есть еще один фактор. Зависит от зрелости, понимаете, человека. У нас есть очень много состоятельных людей, которых уже точно не волнуют вопросы там, сытости, вот этих вот первичных потребностей, но они по-прежнему пребывают все вот в этом, понимаете, бесконечном потреблении, насыщении материальном. И вот, ну, у них зрелость может даже никогда не наступить. Ну, это здесь, скорее всего, речь идет о уровне человека. То есть ты можешь быть очень богатым, но ты как был выходцем из теплицы, то так и остаешься. То есть здесь еще есть момент качества образования, получаемого людьми. То есть если человек образован, ну, образован, я не говорю о наличии диплома, потому что диплом это не показатель. Как правило, это совершенно разные вещи. То есть если человек образован, то он и будет отслеживать вот эту всю культурную историю, тем более собственного народа. Угу. Ну, социальная и такая интеллектуальная зрелость. Да, абсолютно верно. Ильзар Ханум, ну, вопрос прям к вам напрашивается. Что значит создавать крымско-татарский продукт? Уж кому-кому, как не вам, отвечать на этот вопрос. На что мы ориентируемся? Вот запросы крымско-татарского общества или мы, Харадинис Продакшн в данном случае, да, либо на те текущие и происходящие вокруг нас тенденции? Угу. Ну, создавать крымско-татарский продукт, это значит создавать, прежде всего, конкурентоспособный продукт. Иначе мы просто лишимся своих потребителей, крымско-татарской аудитории, или заслужим, знаете, такое тоже не самое лучшее состояние, такое отношение с нисхождением. Ну, там, типа, они же делают что-то для народа, там надо их поддержать. Ну, вы понимаете, что это тоже не самый лучший подход. Поэтому мы должны, когда мы создаем свой крымско-татарский продукт, он должен, конечно, ориентироваться на потребности крымско-татарской аудитории, которые, в свою очередь, эти потребности, конечно же, синхронизируются с внешними тенденциями. Потому что вот абсолютно точно было отмечено, что мы же не живем изолированно, мы живем в современном мире, мы носим там современную одежду, мы смотрим голливудские фильмы там Netflix, BBC, смотрим концерты звезд мировой эстрады, интересуемся мировым спортом, ну и так далее. Поэтому, конечно, для крымских татар он точно такой же должен быть продукт, а крымско-татарский такой же конкурентоспособный, как и любой другой. Насколько мы успеваем вот в этих наших стараниях сделать конкурентоспособный продукт? Вы часть как раз тех самых потребителей этого продукта. Мне кажется, иногда вот как-то мы ухватываем скажем так, успеваем за этим временем, за этими тенденциями, а иногда как будто бы вот что-то... Опаздываем как будто где-то. бы, даже не то чтобы опаздываем, кажется, что мы понимаем, что мы хотим, и пытаемся так же сделать, но из-за того, что мы как будто бы вот именно догоняем и бежим, а не идем в ногу со временем, оно как будто бы бросается в глаза, на мой взгляд. То есть иногда мы вот прям можем попасть в точку, а иногда вот, как я говорю, это нормальное состояние. Да. Это более чем нормально. Что бы мы ни производили. Нет, я согласна. Еду, там, крымско-татарский продукт медийный. Важно, чтобы мы как бы продолжали движение. Вот да. все, да, Главное, чтобы мы не останавливались, потому что жизнь не останавливается, и мы уж тем более не должны останавливаться. Мы успеваем? Нет, мы не успеваем.
Аргументируйте. Состояние очень критическое, надо реанимировать. У нас есть, на самом деле, творческие люди и очень довольно-таки масштабного уровня. Я могу привести двух людей. Это Нариман Алиев, наш режиссер крымско-татарский, и Джамала. Ну, я считаю, это недостаточно. Ну, исходя из того, что мы, в принципе, за 30 лет этих, значит, авторов вырастили, это хорошо, конечно, да. Но я считаю, на этом не надо останавливаться, потому что, понимаете, рынок очень жесток. И динамичен. Да, понимаете, и чтобы с ним конкурировать, нужно предпринимать, ну, как, знаете, принимать вызов, надо быть в какой-то степени таким дерзким игроком, понимаете? Мы с вами, пока вот не начался эфир, затронули тему, а когда рождаются идеи и смыслы. И пришли к выводу, или не к выводу, а к такому вот промежуточному резюме о том, что смыслы у нас рождаются в кризисные моменты. Когда нам больно. Да. Насколько боль в наших с вами условиях, она является вот тем двигателем и тем мотиватором создания всего того, что мы делаем. Динар Ханум. Любой творческий человек, неважно, что он созидает, да, что он создает, он резонатор определенного происходящего события или вообще как бы действительности. И если человек талантлив в своей вот отрасли, да, у него получается транслировать или резонировать каким-то качественным продуктом, и получается ты заявляешь, в такие моменты ты заявляешь не только просто о своей конкретной боли, да, ты, получается, выдаешь на гора качественный, действительно качественный, эмоционально он затрагивает, потому что, ну, мы же не уникальны как бы в своей истории, да, похожие истории происходили с другими народами, и получается, если мы пишем, допустим, ту же самую тему депортации, то очень многие народы, которые пережили такую же историю, они понимают нас. И соглашусь вот с предыдущим оратором, что любой такой вот ситуации, да, нужно, ну вот, Нариман Алиев, Каннский фестиваль, то есть нужно нам пользоваться, чтобы мир еще больше узнавал о крымских татарах. То есть, если мы совсем вернемся к началу, да, нашего разговора, то есть нам нужно популяризировать себя, свое творчество в симбиозе с ним. Известны, в большей степени мы миру известны только как пострадавший народ с трагической историей. А вот жизнеутверждающих смыслов мы вообще как бы мы готовы рождать их? Мы готовы ими делиться? Насколько жизнеутверждающие смыслы реализованы или там воплощенные в наших, там, я не знаю, культурных продуктах, насколько они конкурентоспособны? Жизнеутверждающие, это надо сначала вспомнить, что у нас жизнеутверждающие смыслы. Ну, не знаю, это как из психологии, мне кажется. Надо свою боль выговорить, переболеть, и вот когда мы вот эту здесь поставим точку, да, неважно в какой сфере, вот именно эта тема боли, когда она будет выговорена, проговорена и прожита, может быть, тогда мы начнем что-то издавать более жизнеутверждающее. Но пока, насколько я понимаю, ну, может из-за того, что у нас цикличная история народа, у нас в той или иной степени история повторяется. И поэтому, как сказать, вот это выбежать из этого круга замкнутого цикличности нашей боли именно в народной, ну, на плоскости народа, допустим, да, тогда нам очень тяжело это сделать. Ну, как-то так. Знаете, психологи не любят, а они вот апеллируют таким, что для человека страдания порождают масштаб личности, определяют масштаб личности. То есть, если это так имплементировать в народ, то... У нас каждая личность масштабна, настолько должна быть. Личность, да, народ. Ну, вообще формирование любого народа, если посмотреть там историю, оно, да, проходит, ну, вот так формируется по-настоящему нация. И наш народ это тоже. Мы, ну, еще как бы в исторической такой ретроспективе мы еще очень мало времени прожили вот эту депортацию и все последствия, и до сих пор эти отголоски все длятся. Поэтому, ну, мы ее должны как-то проживать. У нас и первый фильм был создан там о
депортации. У нас и Джамала выступила и победила тоже с этой трагедией. У нас Нариман Алиев, хоть и не с этой, но опять-таки она тоже была как бы косвенно там затронута, да, она тоже была как бы одним из последствий этих. Поэтому, ну, ничего в этом страшного пока нету. Ну, еще впереди все самое лучшее. Я бы вообще сказала, что мы не совсем находимся прям в таком, знаете, упадническом состоянии, народ от чего-то отстаем. Да, как и все. Какие-то сферы, какие-то направления могут там, ну, отставать. Ну, просто пока там не нашлись там инициаторы. Но в целом я просто... Есть, когда ты сравниваешь, ну, конечно, если мы сравниваем себя там с каким-то народом, который существует тысячелетия, у которого есть государственность там более тысячи лет, конечно, мы можем. А где мы предоставлены и все делаем как бы сам издатом, сами производим, а у тех народов, у которых есть и поддержка государственная, и государственность, и у них нет таких продуктов высококачественных, ну, тогда мы можем даже себе где-то поаплодировать. То есть, мне кажется, вот, ну, не стоит как-то совсем драматизировать нашу ситуацию. Ну, Хорошо, тогда вопрос к вам, Эльзар Ханум. А кто потребитель нашего крымско-татарского продукта? Для кого мы делаем? Потому что, ну, мы все посещаем какие-то наши мероприятия крымско-татарские. У меня Посещаете? Я сейчас спрошу. Вот видите? Вот видите? Почему? А вы знаете почему? Да, почему? Ну, потому что, вот давайте возьмем тему, вот до этого затрагивали по поводу 5% заинтересованных, значит, крымско-татарской литературы. Вот лично я со стороны наблюдаю и постоянно стараюсь наблюдать, что происходит. Литература крымско-татарская, она есть, двигается, есть какие-то определенные люди, которые это все делают, но ее нет просто, вот, как сказать, публично, чтобы я видел какие-то, знаете, вот какой-то, чтобы она ходила какой-то новый, свежий путь выражения, понимаете? Она где-то, я просто однажды стоял возле кафедры филологии в КИПУ, и случайно, ну, я ждал Нариман Оджа, чтобы с ним поговорить, Абдульвааб. И слушаю, за дверью человек один Оджа говорит, вот буну басмах керек, буну басмах, буну. Да, бастых, знаете, оно остается на полках. Это может быть, ну, действительно, там, гениальные какие-то произведения. Оно все остается на полках. И у нас, в принципе, народ не читает ничто. А крымско-татарскую литературу, это вообще, ну, никакого движения абсолютно нет. И я хочу сказать, нам нужно какие-то новые пути раскрутки, понимаете, и литературу. Оно все просто настолько закоснело и не двигается. Да, читают люди, но молодежи это абсолютно неинтересно. Частично даже с вами соглашусь, проблема вот действительно есть. И мы ее организовываем уже 4-й год, вот эту крымско-татарскую книжную ярмарку. Мы наблюдаем в последние годы такую тенденцию. Вот вы абсолютно правильно отметили, даже хотела об этом сказать. Книги есть, как бы. Их пишут, их издают. Есть авторы, которые этим целенаправленно занимаются, не заинтересованы. Это может быть и сфера там, истории, художественная литература, публицистическая, проза и так далее. Мы, организовывая ярмарку, предлагаем им вот такую широкую площадку для того, чтобы это было действительно для широкой аудитории. Смотрят очень много. Допустим, пришло на ярмарку, мы перестали считать, когда там было уже 5000 человек. А за прямым эфиром только в этот день наблюдало 20 000 человек. Потом он еще собирается. То есть людям интересно, даже если он в прямой эфир зашел на 5-10 минут, он все равно что-то для себя получил. А книг нет, абсолютно точно. Почему? И здесь вот такое искажение. То есть людям нужно, да, авторы работают, книг на полке нет. пусто. Оказалось... Есть у нас такой замечательный медиацентр имени Гаспринского. Он государственная структура. Они выпускают эти книги тиражом аж 100 книг. Как много. Вот представляете, для крымских татар. 20 они там отдают любезно автору, 80, там 60 они распределяют в библиотеки, в школы и так далее. То есть это точно не для широкой аудитории. Ну и если я вас, конечно, спрошу, когда вы были последний раз в библиотеке, я думаю, что это было очень-очень давно. То есть вот здесь просто какая-то, знаете, ну, работа им называется, что для галочки. То есть медиацентр делает вид, что они делают что-то для крымских татар, или им такое поручение дают, чтобы они это показали. Авторам, так как они вот сказали в КИПУ, они тоже какую-то галочку ставят в научной деятельности. В итоге как бы никакой пользы для крымских до татар читателя оно не доходит. Не доходит. Мы ее не популяризируем. Хотя площадка ярмарки, когда приходит много людей, которые готовы послушать, мы специальную программу, кому-то интересна детская литература, еще какая-то и так далее. То есть мы в итоге понимаем, что этих книг нет. И мы на следующий, конечно, это проблема, и мы собираемся в следующий год просто регулировать условия участия в ярмарке, потому что, ну, как бы пользы нет. И вот это становится, конечно, проблемой, которую нужно решать. Какие у нас книги становятся популярными, которые
Как всегда. Вот частный капитал, да, который в этом участвует, частный, он всегда эффективный. То есть люди находят возможности, там, обращаются к меценатам. Вот Эльвира Осман продала свою машину. Она занималась этой книгой по вышивке. В итоге она сделала тираж 1000 книг, у нее там уже, по-моему, больше половины уже просто нет ее в Северске. Она обратилась к нам, мы провели для нее презентацию. Я не знаю, была огромная такая вот информационная пиар-компания, и книга популярна. Даже те, кто вышивкой никогда не интересовался, им все равно было интересно заглянуть, а что это, даже прийти, послушать ее и просто полистать эту книгу. То есть у нас отношение к книге должно быть точно таким же. Да. А вот здесь вот это прерывается. А там, как у нас обычно, вот КИПО, это опять что-то вот такое государственное, понимаете, и мы вот это вот замкнулись здесь, наверное, в этом микросреде. Вопрос не государственности, понимаете, просто восприятие, понимаете, время динамично, знаете, и просто написать книгу и сказать, вот я написал книгу, этого недостаточно. Да, конечно, недостаточно. Скорость жизни это, представьте, это, извините, это столько работы, я вообще, когда на эти книги смотрю, и, плакать хочется, потому что человек кучу времени тратит, а книга просто она не живет, понимаете? И здесь даже не в том, что это галочка или ради галочки сделано, оно просто не двигается. Знаете, когда к нашим авторам обращаешься, вот у нас были в эфире в прошлом сезоне историки наши уважаемые, и когда мы им говорили о том, вам же нужно популяризировать все те уникальные знания, и информацию, которую вы получаете, исследуете, то есть в археологических раскопках и так далее, ребята сказали, что, извините, у нас нет времени. Не, они выпускают книги, и опять в большинство из них, если не находят, они даже и не ищут, если честно говоря, большинство. Вот даже и не ищут. Вот они сидят вот в университете, вот им нужно для научной деятельности, чтобы дальше продолжать ее, нужно, и все. И мы сталкиваемся с этим. Я не хочу по фамилии называть, но у нас есть там книги, там того же Наримана Абдульвапова все-таки назову, да, Рефика Курсидова, их нет. Продажи. Их просто они принесли на ярмарку, вот так вот 2 штучки показали, опять забрали, унесли. Все. А книги уникальнейшие. Да, по содержанию и интересные. Да. То есть, вы знаете, книги же разные бывают. Да, есть для очень узкой аудитории, профессиональной. Это книги действительно должны быть, а и занимаются специалисты узкого плана. А есть потенциально для широкой аудитории. И особенно исторические, это всегда интересно. Тем более, что они написаны, как правило, в таком, как-то в популярном жанре, так скажем, публицистическом. Да? То есть они, там слог другой, редактура другая. Но вот мы наткнулись с такой проблемой. То есть их даже материальная составляющая не очень интересует, хотя, допустим, по детской литературе совершенно другая ситуация. Они окупаемы. И запрос и на нашей ярмарке их половина. Да. То есть есть потребность, и авторы ее удовлетворяют, не обращаясь ни в какие там структуры, которые выдают всего тираж 100. Они же еще не просто издают 100 книг, они правообладатели. То есть невозможно потом пойти в другое издание и сказать, а теперь мне напечатайте 1000 экземпляров. Невозможно. Монополия. Монополия. Книжная монополия. Это монополия в себе ущерб, понимаете? Так в том-то все и дело, что ценные знания, ценная информация, она не доходит до своего читателя. Давайте вернемся к нашему, скажем так, крымско-татарской литературе. Динар Ханум, кто читает вас и ваших коллег по цеху? Я точно знаю, что вот те книги, которые и вашего авторства, и ваших коллег, они выпускаются очень маленьким тиражом, и очень вопрос окупаемости, это вызывает улыбку у вас. Да. А кто тогда читает? Для кого вы пишете? То есть есть ли смысл издавать? Не скажу за всех, говорю просто про свой случай, как говорится. Литература вообще, как уже говорила, это достаточно специфичный продукт. А внутри нее поэзия – это еще более специфичный продукт. То есть, как говорится, спрос рождает предложение – это одна история. А с другой стороны, литература, да, она интересна, детская литература, я ребенку покупаю, интересна историческая, то есть это само собой. Все остальные вот эти ниши, да, они существуют, в них есть авторы, но таким спросом они не пользуются. Я не издавала книги более 300 экземпляров тиражом, поэтому я знаю эту историю. Здесь и это достаточно сложно куда-то пристроить, грубо говоря. Крымско-татарская литература вообще сейчас, на данный момент, она находится в такой стадии развития, как мне кажется, а поэзия,
Поэзия еще и такое достаточно специфично, потому что не все ее воспринимают, да, то есть есть люди, которые, ну, вот читают, им нравится эта поэзия. Есть люди, которые вообще не читают поэзию, неважно, на каком она языке. Тут еще, кстати, вопрос о языка. А мы еще об этом поговорим. Да. Я имею в виду, что чтобы доносить литературу, нужен по ту сторону человек, который понимает язык. Если это крымско-татарский язык, то у нас знание крымско-татарского языка, именно литературного, вот такого, не бытового уровня, оно достаточно на низком уровне. Поэтому это еще больше уменьшает процент читающих. Ну, как-то так. Пока мы на этой стадии. Да. На этой стадии. А вообще, что считать крымско-татарской литературой? Почему? Потому что у нас очень часто возникают дискуссии на эту тему, да, особенно когда начинаешь читать комментарии под продуктом Харадинис Продакшн или под тем же Миркезом, и всегда нам в вину и в претензию выставляют такой аргумент, что почему вы делаете не на родном языке. Зарханум, Харадинис Продакшн точно может выпускать постоянно продукт. Нас да. закидывают тапочками по этому вопросу, постоянно нас в этом укоряют. Во-первых, Харадинис Продакшн выпускает, вот, в частности, портал Карамен Татарс выпускает материал на русском, крымско-татарском и английском языках. Другое дело количество подписчиков и количество просмотров этого материала. Цифры. Подписчиков на русский контент, русскоязычный контент более 250 тысяч. Подписчиков на крымско-татарский 2500. Ну, разница. Это диагноз. Это диагноз. Это плохо. Это проблема для нашего народа, которую мы должны вместе решать каждый божий день. Но мы, вы понимаете, есть же язык, конечно, остается и был, и всегда будет главным маркером идентичности крымских татар. Но есть же другие маркеры идентичности. То есть очень много людей, вообще крымские татары, которые интересуются своей историей, своей культурой, но они плохо знают вследствие очень многих там причин, обстоятельств. Они знают плохо крымско-татарский язык, и мы должны их лишить своего контента, о знаниях о своем народе. Но мы считаем, что это абсолютно неправильно. Вот, я могу привести там примеры очень таких, и немалое количество достаточно ярких представителей нашего народа, которых вот патриотами можно назвать просто с большущей буквы. Они это и бизнесмены, и меценаты, которые инвестируют в нашу культуру, это коллекционеры, создатели музеев, есть активисты. Но опять-таки они там слабо говорящие, там, слабо понимающие крымско-татарский язык. Но лишить нашего продукта мы это не можем. Другое дело, что наша цель вообще Харадинис Продакшн — это сохранение идентичности крымских татар, как бы препятствование ассимилированию. И мы все для этого делаем. Вот другое дело, что мы должны способствовать тому, чтобы крымские татары знали свой язык. Мы для этого прилагаем достаточно немало сил. Немало. Во-первых, вот наша такая принципиальная позиция, что весь детский контент, а его немало, и он у нас сейчас собран в одном как бы YouTube-канале Дингильдай, там большое количество просмотров, он выпускается только на крымско-татарском языке. Принципиально. Второе, у нас есть, например, такая эффективная образовательная программа по обучению крымско-татарскому языку взрослыми. Она тоже тоже способствует изучению крымско-татарского языка. Но и все наши вот такие статусные, масштабные мероприятия, типа там ярмарки народных достижений, книжные ярмарки, если там талант-шоу Джен Лысес, который там тоже проходит с большим размахом, презентации, они все ведутся на крымско-татарском языке. Вот. И я надеюсь, что нашей такой стратегической целью станет, что когда-нибудь мы свой продукт для крымских татар будем производить на крымско-татарском языке. Не только на крымско-татарском, я считаю, что должен быть и английский в том числе. Есть у нас, да, конечно. Да. Мы публикуем в месяц более 400 материалов, в том числе информационных, о каких-то выдающихся людях. Да? В любой сфере, там, в науке, я не знаю, в бизнесе, в медицине, в экономике и так далее, там, в культуре, конечно же. И вы представляете, вот мы даем там небольшие ролики от 3 до 7 минут, и если человек не понимает крымско-татарского языка, мы его точно так же публикуем на крымско-татарском на странице и на русскоязычной. Но если человек не понимает, как он может это прочесть? А мы ему говорим все равно, ты должен, иди учить. Да, но мы должны способствовать, просто, понимаете, не брать их там, изолировать, иначе мы останемся с 1%.
Но тут же вопрос был немножко не об этом, то есть считать ли продукт на другом языке крымско-татарским. То есть нужно определить те какие-то определенные критерии. Почему мы для себя, для Карадениза, мы определили так. Все, что касается крымско-татарской темы. Это крымско-татарский язык, конечно. Это любой материал на крымско-татарском языке. Это о крымских татарах на тоже любом языке. Это о Крыме. Вот эта сфера наша. Все? Ну, мы для себя такой горизонт. Крымско-татарское содержание определяется. Я просто хочу сказать, если человек, допустим, не владеет языком, то пусть это не будет барьером, чтобы он останавливался в своей творческой деятельности. Понимаете? Да, человек просто складывает ручки и говорит, ну я не умею. Нет. Понимаете? И мы не должны, понимаете, в этом отношении, как некоторые стараются сделать, если он не знает крымско-татарского языка, все, он не крымский татарин. Это просто, просто я знаю очень много талантливых, значит, авторов, творческих людей, которые, они вообще не могут на татарском говорить, на крымско-татарском языке. Но человек очень талантлив, у него есть действительно способности, и потихоньку двигается. И он хочет внести какой-то вклад в нашу культуру. Он крымский татарин. Поэтому, говорю, маркеров-то у нас много крымско-татарской идентичности. Нужно просто использовать любые методы. Ну, конечно, не прям любые. Порицать нельзя, но способствовать тому, чтобы крымские татары все-таки знали свой язык и понимали, это мега-цель. Приоритет. Это мега-цель, да. Но, тем не менее, нужно не лишать людей, плохо ли или не очень хорошо разговаривающих и понимающих родной язык, не лишать их права быть крымскими татарами. Тут еще такой момент, что вот, крымско-татарская литература, написана на крымско-татарском языке крымским татарином, это однозначно наши, да? И только мы, грубо говоря, мы потребители этой истории, или те еще... или тюркский вот я же хочу сказать, тюркский мир. А люди, которые пишут или создают там на русском, на украинском, на английском и прочее, они понятны для носителей этих языков, и, соответственно, исходя из творчества вот этих вот авторов, которые говорят не говорят на крымско-татарском, да, они, люди иные национальности, иные народы узнают о крымских татарах и делают свои выводы именно о нас. Это вот то самое, о котором мы говорили в начале, да, насколько наша культура и наши смыслы могут быть вирусными, да, то есть один из способов сделать их таковыми, это, скажем так, опубликовать их, либо доносить на разных языках в том числе. У нас, кстати, огромное количество подписчиков сейчас с Казахстана, со Средней Азии, которым интересно вообще тюркское тюркское направление. Да. Очень много. Они очень активны у нас в соцсетях, комментируют в Ютубе. Кстати, да, это, кстати, такой, сказать, козырь у нас в руках, потому что мы же обладаем языком, который понятен и кипчакам, и агузской, семей. Кстати, это во всех сферах, творческих сферах. То есть у нас есть возможность. Вот, кстати, я тоже об этом думал. Можно так сказать, среди тюркских народов. Плохое слово. Значит, больше, наверное, сотрудничать и дружить. Вы знаете, есть еще один такой момент, который меня интересует, и он определяет, скажем так, содержание и интерес к тому, что мы производим, к крымско-татарскому продукту, в частности, к литературному. Я опираюсь сейчас на пост автора детского телеканала «Хрым Джуниор» Сусанны Джемилевой. Она в социальных сетях написала такую вещь. Она проанализировала всю нашу литературу, в первую очередь детскую, и пришла к выводу, что нам не хватает таких направлений, как приключенческий материал, фэнтези и так далее, и так далее. Да? То есть вот это вот все то, что в свое время нас уносило в какой-то мир фантазии, да, и делало наше детство красочнее, интереснее, да, все то, что соответствует тому или иному периоду взросления человека, да, то есть мы где-то проваливаемся в плане литературы в этих направлениях. Адиль-Ханум, насколько мы успеваем в этом смысле? Потому что у меня есть ощущение, что крымско-татарская литература — это либо такая научно-историческая, либо поэтически-патриотическая. В некотором смысле, да. Таковой она и является. Детская у нас есть литература, хорошо развитая в нынешнее время. Детская у нас авангард. Да, у нас широкий спектр выбора. И предложений. Да, и как вы сказали, историческая тематика, потому что это важно. Потому что люди, особенно сейчас, мне кажется, больше и усерднее пытаются узнать на каком-либо языке, будь то на крымско-татарском, на русском или на английском, пытаются найти информацию о себе, как о народе. Поэтому это им интересно, поэтому это есть. И и научная сфера в этом плане тоже пытается наверстать упущенное за эти годы, пытается идти опять-таки в ногу со временем.
И поэтическая литература, мне кажется, она... Поэтически-патриотическая, я бы сказала, да. Это опять-таки о наболевшем, мне кажется. Поэзия у нас популярна была и развивалась во все времена. То есть те же ханские, не начиная оттуда, но в том числе. Слушайте, поэзия ханского периода — это лирика такая, что... Да, не знаю, это что-то личное, допустим, но... Меня в литературу увлекла именно поэзия ханского периода. Я начала оттуда интересоваться крымско-татарской литературой в большей степени. И то есть начало 20 века — это очень плодотворный период развития нашей литературы, да, начиная от Гостринского, это конец 19 века, и до 44 года в целом. И после, скажем так, период 50-х, 60-х, когда наши поэты-писатели, будучи все еще в депортации, да, начинали возрождать литературу, и в большинстве своем начали возрождать, мне кажется, больше именно поэтическую, патриотическую, потому что больше болела об этом. И это хотелось выразить всеми доступными способами. Учитывая, что половина средств было запрещено. Да. А поэзия — это очень тонкий инструмент, который, возможно, не все понимают, но тем не менее те, кто понимают, оно остается очень глубоко в тебе. Как-то так. Да, что мы будем делать, когда у нас появятся писатели фэнтези, когда у нас появятся писатели приключенческих романов? У нас уже появился один психологический роман и был презентован на книжной ярмарке. Слава Богу, что называется, хвала Всевышнему. Книги были, их да. Мне сейчас в голову пришло жанр аниме есть, японский жанр, прекрасный жанр. Кстати, дети увлечены. Это чрезвычайно популярно для детей. И знаете, что очень интересно, что у меня мурашки побежали по коже, то, что в этом жанре в основе всегда стоят, эти архетипические, темы главные, добро, быть честным, быть всегда, приходить на помощь. Оно, конечно, так явно и прямолинейно не говорится, но в основе оно всегда лежит. Мы действительно видим в этих персонажах действительно стойкого человека, действительно с добрым сердцем. К чему я это все говорю. Но если вы аниме посмотрите, вы обратите внимание, насколько это привлекательные сюжеты. Это визуально привлекательно. И еще, кстати, нюанс, почему у нас литература все-таки немножечко в застое. Это, наверное, из-за того, что мы территориально, то есть рынок, так сказать, маленький, к сожалению. Абсолютно точно. Да. Рынок маленький. Если мы выходили бы куда-нибудь на Турцию и на какие-то другие тюркоязычные, народы, которые действительно очень близки с нами, то, мне кажется, и больше конкуренции было бы, и движения, то есть было бы больше импульсов. Нужно выходить за рамки крымско-татарского. Конечно, абсолютно. У нас же сейчас происходит глобализация. Рамки, есть причины, конечно, которые это все затормаживают, свои определенные, но рамки постоянно уходят, и все больше смешения культур, больше, каких-то коллабораций, движений. Мне кажется, что можно подытожить наш такой небольшой, но важный разговор. Ровно до тех пор, пока у нас будут свои фильмы, ровно до тех пор, пока у нас будет своя литература, мы будем считаться нацией. Но как только мы перестанем создавать свой крымско-татарский продукт, мы становимся просто народом. Блицы. Адембей, культура, крымско-татарская культура — это границы или горизонты? Мне кажется, можно это все, синтезировать, знаете. Главное, чтобы талантливо, наверное, было. Понимаете, всякие бывают темы, действительно какая-то консервация каких-то тем. Но если это делается талантливо, то оно смотрится, понимаете. Çok sağ olunuz. Динар Ханум, культура — это терапия или искусство? Это терапия искусства. Поэтический ответ. Сағылыңыз. Динар Ханум, крымско-татарская культура, она маргинальна или субъектна? Вы специально такие вопросы задаете, чтобы сразу два было правильных ответа. И так. Маргинально с точки зрения сохранения языка, сохранения традиций, обычаев, даже крымско-татарской кухни. И субъективно с такой, имплементацией с внешними тенденциями, с внешней средой. Например, если взять такие сферы, как архитектура, живопись, музыка. Можно продолжать. То есть и так, и так.
Мгм. Опять нет однозначного ответа. Нет, он однозначный, то есть это и так, и так. Однозначной своей Симбиоз. амбивалентности. Да? Хорошо. Адили Ханум, крымско-татарская культура – это волонтерство или институции? На данный момент это волонтерство, мне кажется, но должно быть институцией. Саумус. Для этого Это должно был проект «Миркес». Горуш Кенджи.